Приезжает к нам Camry, 55-й кузов. Сейчас будем ставить сюда его. Андрюха уже готовит под него батареечку. Сейчас соберем батарейку, будем делать замену. Все, поехало. Итак, вот она ВВБ Camry 55-ка. Вот она ЧК безопасности у него. Здесь вот термодатчик, кулер подключается, иммобилайзер, все здесь. Вытаскиваем ЧК безопасности. В багажнике очень пыльно, поэтому тут, ну, в принципе, она тут нормально. Мы сейчас все это дело прочистим, продуем от пыли и поставим новый ВВБ. Чтобы снять батарейку на Camry, надо ряд сидений нижний убирать. Здесь все разбирается, все снимается. Тут 2 болта. Здесь 4 болта. Раз, два, три, 4 выкручиваем. Отключаем кулер. Все вот это снимается. Воздуховод грязный. Смотри-ка, что происходит у тебя. Тут сеточка-то убитая. Вон, смотри, она одевалась, видать, вот так. Она, вон сколько, смотри, пыли насосала. Это уже, походу, что-то колхозное, что это не заводское. Что заводская сеточка. По идее, надо как-то ее крепануть будет, чтобы она четко держалась. Иначе будет пыль сосать. Ну, хорошо сделано, в принципе, что она отсюда забирает воздух. Нормально это. Потому что у Акву снизу вся пыль идет. Ну, что-то она у тебя сильно пыльная. Она, походу, из-за этого сдохла. Из-за грязи. Никто не продувал никогда. Вот. Так что сейчас все отключим. Все четко будет. По клеммам вот отцепляется. Ну, тут никак не перешпутаешь. Вот отцепляется. Здесь что? Клеммники, да? Ну все, кулер я отцепил, эту отцепил. Никель, металл, гидрид. Батарейка. Андрюха снял. Пошла. Вот, короче, мы сейчас все подготовили. Багажник почистили от грязи. Очень много пыли было. Втыкаем батареечку. Батареечка у нас обслуженная. Контакты все чистые. Что дальше? Давай. Поводок этот надо убрать. Так, вот наверх его. Взял? Нет, давай. Еще. Сейчас я, подожди, залезу. Не, я держу здесь, Женя, что-то. Стоп. Все, ухо прошло. На меня надо. На меня. Все, на месте. Сидит. Здесь тоже четко сидит. Цепляем датчики, короче. Ага. Что это такое, интересно? Надо будет закрепить. Слышь? Этот проводок, он сзади проходил же, да, по-моему? Сзади ВВБ. Но он под низом лежал вообще. Вот здесь лежал? Да. А, да? Да. Туда его и надо будет. Давай приподнимем, туда закинем. Давай. Не придавить его, главное. Ну, у меня свободно, ну-ка тяни. У меня свободно. У меня тоже свободно. Все, на меня надо. Вот на месте. Все. Здесь удобнее, если честно, чем в кроллоне. Да, я сразу сказал. Тяжелая эта зараза. Все, в принципе, хватит пока. Вот установили мы батареечку. Андрюха дособирает все. А так вытряхнет там, что есть.
Прочистили весь багажник, пыли было просто немерено. Здесь тоже все аккуратненько собрали. Все, от винта, пробуй. Сейчас батарейку набьет. Батарейка, видать, высажена была. И должна замолчать. Вот сейчас смотри. Посмотрим, за сколько она набьет эту батарею. Если у нее емкость очень хорошая, ну у нее емкость, он говорит, хорошая, он заморяли же. Значит, она долго будет ее набивать. А потом замолчит. И также долго она будет ее отдавать. Потому что у нее емкости много. Потом прокатимся. Тест-драйв вокруг. Хорошо. Посмотрим, как она у тебя едет. Оп, набила уже. Ну, в принципе, она, скорее всего, была заряжена. Она не была разряженная, да. Че, все собрали, Андрюха, да? Че, тест-драйванем мы тогда? Тест-драйванем. Прокатимся. Посмотрим, как она едет. Ну, в принципе, все. Заряжали же, проверяли же. Кто? В Владике. А, ну да. Ну я говорю, мы же не знаем, на каком она этапе, правильно? Все, поехали, попробуем. Оба, звукан какой хороший. Сейчас посмотрим, скажешь свое мнение. Направо? Да, туда. И по объездному круг дадим, короче, вот так, по Вилюйке. Там дорога хорошая. По набитости она у тебя показывает полный заряд сейчас, да? Или нет? Вон та шкала. Сейчас. Не, это другое. Во. Слушай, ну нормальная емкость показывает. Почти полная, типа, да? Она показывает рабочую, которая доступна. Угу. Не полная. Ну, по идее, ты сейчас сразу ощутишь, если она хорошо едет, то есть если у нее емкости много, она у тебя и ехать будет по-другому. Направо или налево? Как хочешь, можно и так вернуться, и так. Ну, лучше так, наверное. Камеры нет? Вон там есть, где дальше две камеры. Одна после перекрестка, одна чуть дальше туда. Ну, в принципе, сейчас вот чуть-чуть можешь топнуть. Чуть-чуть. Тяга нормально, да? Вот так вот. 175 тысяч рублей батарейка. Ну, емкость вроде как хорошая. Покупали, получается, One Hybrid, да? Да. One Hybrid во Владивостоке. Тоже ребята гибридами давно занимаются. У них целая сеть. Хабаровск, Владивосток, я так понимаю. Вот. Ну, жалко, что у нас не взял батарейку. Было бы маленько подешевле. Но, в принципе, то же самое было бы. Потому что у нас ребята гибрид Neolab во Владивостоке, они тоже все батареи проверяют. Потом отсылают нам сюда уже. Емкости все помеченные, пронумерованы. Ну, у нас сейчас тоже оборудование есть, которое тоже проверяет это все дело. Емкости можем пробивать. Вот сейчас как раз у нас на тест-драйве одна батарейка от Приуса. Мы тоже можем ее проверять, в принципе. Сейчас она у нас второй этап проверки проходит, как раз процентность выявляется ее. В конце мы как бы покажем. Ну а так, в принципе, мы занимаемся хондами. Приезжайте, тоже хонды калибруем. В принципе, калибровка хонды. Если просто калибровка, если сами поменяли масло, заслонку почистили, то 1500 рублей калибровка будет стоить хонды. Но обязательное условие, я не знаю, кто как тут в Якутске делает, делают просто, несмотря даже не делая диагностики, как бы, делают калибровку робота, это вообще просто нельзя так делать. Почему? Потому что робот, он убивается после таких калибровок. То есть надо обязательно на калибровку приезжать именно там. Ну, короче, там есть два типа калибровки. Обычная, простая, которая идет 4 этапа, по-моему, она. Ее, в принципе, можно делать. Но желательно все равно хотя бы заслонку почистить. Потому что робот не откалибруется, пока заслонку не почистить. Это его обязательное условие.
Ну, а динамическую калибровку, это когда в скоростном режиме на ходу она делается, ее надо обязательно делать после замены масла. Никак не после 100 километров пробега, 1000 километров пробега после замены масла, а именно сразу масло поменял, потому что там даже в конце есть последний шаг, где там просто докручиваешь пробку, как бы, и она тогда только, ну, калибруется, короче. Поэтому обращайтесь к нормальным специалистам, которые все это знают. Ну, в принципе, все по хондам. Ну, а сейчас мы делаем Camry, проверяем ее тест-драйв. Вот такой у нас тест-драйв. В принципе, машина едет, ошибок нету, все хорошо. Бодрее ехать не стало, незаметно. Плюс, ну, то же самое, по-моему, только сейчас мне 2 деления остается и на электродвигателе ездить. Ага. А так там 3 или 4 деления, по-моему, он оставлял и переключался на ДВС. Быстрее, короче, да, переключения были? Да, кажется, да. Ну, нормально, значит. Вот человек приехал с Мирного, получается, и как бы там нету сервисов. Если бы был сервис, проверил бы и машину бы перед покупкой, все. Ну, сервисов нет. Поэтому радуйтесь, что у нас есть сервисы, что у нас есть конкуренция даже. Это хорошо. У нас сколько тут получается? Уже 4 сервиса в Якутске. Ребята, которые занимались давно уже по Хабарову, Петра Алексеева. Всем привет. Как бы мы вот только новички тоже, ну, начали делать машины. Ну, как бы мы учились, ездили на это, учились конкретно. Поэтому всем, я думаю, работы хватит, все будет нормально. Главное работать Всем, да? и делать свою работу качественно, да. Ну, в принципе, все. Не, лучше поверни. Поверни и круг. А, ты так хочешь. Ну, тогда тут развернись и обратно по хотынке просто возвращайся и все. Надо было разворачиваться. Ну, не, надо было просто повернуть направо. Там круговое, а вилюйка. Ну, ты бы круг просто дал бы и все. Ну, в принципе, давай тут просто прокатимся и все. Машина едет, ошибок нет, все. Значит, все хорошо. Поехал тоже E-Power. Ну, скоро мы до Ниссанов доберемся тоже. Я думаю, все равно Nissan начнем делать. Сейчас диагностическое возьму и доберемся до таких автомобилей. Ну, в принципе, на Ниссанах делать нечего. Там литий-ион, только обслуживание ДВС и всех остальных электромоментов. Датчики, также помпы и все остальное будет меняться. А по батарейке просто их проверку надо делать и все. Услуга проверки автомобиля тоже у нас имеется. То есть мы проверяем автомобиль досконально. Перед покупкой, продажей мы проверяем ВВБ обязательно, двигатель, работу двигателя, заслонка обязательно, свечи, пропуски, зажигание какое идет. То есть как работает двигатель. В принципе, можем сделать эндоскопию, но эндоскопия нужна только тем автомобилям, которые уже свыше пробег 200, ну, ближе к 300. Это уже Prius 20 в основном. Они уже, я бы при покупке таких автомобилей обязательно бы заезжал на эндоскопию, потому что эти двигателя, они уже свой ресурс отходят. И будет обидно, если попадете на мотор. Вот. Так, в принципе, нормально. Обязательно заезжайте на проверку гибрида, потому что нельзя покупать такие автомобили без проверки. 1000 рублей стоит. Я думаю, это не такие колоссальные деньги, чтобы потом попасть на батарею на 120-150 тысяч рублей, как бы. Есть такой момент. Есть толщиномер у нас еще. Тоже можно лакокрасочное покрытие пробить, как доп. Услугой. Поэтому все косяки машины всплывают сразу. Ну все, в принципе.
машину сделали. Все. Все, подключаемся к машинке. Сейчас будем просаживать батарейку. Проверять ее состояние уже конкретно на нагрузке. Пока что мы все выключим. На off поставим. Так. Заводим машинку. Ready. Все хорошо. Тут подключаемся. Год какой? 15. Где-то, наверное, даже вот такой вот будет. Так, 15. Селект выбираем. Круиз радар есть. Так, next. Так. Нам очень важно, чтобы у нас разбег между элементами был 10-20 примерно, между максимальной и минимальной парой. Сейчас мы будем давать нагрузочку и смотреть, как себя ведут элементы. Если есть какие-то слабые элементы в этой батарейке, она покажет. Так, блоков очень много, поэтому при диагностике он считывает каждый блок. И у Camry очень долго эта процедура проходит, как у Кроуна. У Кроуна вообще, по-моему, что-то 50 блоков, по-моему. На Prius Акве мало блоков, поэтому заходит очень быстро. Но вот на Акве я заметил, что разъем очень низкоскоростной. На Акве дольше намного заходит, чем на Prius. Именно по обмену данных, видать, проходит дольше все. Так. Ну давай, сходи уже. Может пока на паузу поставить вот так. Все, вот они, наши блоки отобразились. Гибридную систему смотрим. Проваливаемся туда. Ошибок у нас нету по гибридке. Смотрим наши данные по гибридам. Полностью все параметры сейчас покажут. Так. Ну и здесь, в принципе, что нам интересно, это просто смотреть состояние батареи. Контакты у тебя все 21, все ровные. Вот. Так, дальше. Поехали. Блок максимум, блок минимум. Пытаемся дать ему нагрузку. Включаем обязательно полную нагрузку. Включаем дальний свет. Можно вот это все врубить. Поехали. Подогревов нет у тебя сидений? Есть. Врубаем, можешь врубать на полники. О! Все. Батарейка пошла в нагрузку у нас. Идет просадка с 14 вольт. Просаживаем до 14 вольт, смотрим. Но емкости очень много. Вот они идут элементы по просаду. До 14 вольт делаем. Разбег минимальный. 10 буквально. 13, ну 10 где-то примерно. Вся батареечка ровненькая. Вот она все. Показания результата мы сейчас... Ну мы еще просадим ее сейчас. На нейтралочке чуть-чуть. До 14 побольше. Не, батарейка хорошая, емкость в ней присутствует и все элементы ровные, разбег всего 10. Это идеальный почти вариант. Короче, не будем мы ее трепать, мы сейчас результат просто сохраним.
Все, не будем мы мучить. Вот. Сейчас мы скоро будем делать пауэрбанки из этих отработанных элементов. Элементы, которые... Прикинь, она только сейчас у тебя только набила. Батарейку заглохла. Она 5 минут стояла, работала, почти набивала батарею. Это значит, что емкость у него очень приличная. Ну, оно и есть приличное. Все, переводим машину в сервисный режим. Для этого нам нужно раз, два, переводим в нейтраль, раз, два, и теперь только запускаем. Вот, загорелся MyTense мод режим. В этом режиме машина работает на двигателе, отключается антизанос, и мы смотрим, получается, как автомобиль работает. Он сейчас показывает правильные показания. Когда машина работает на гибридке, он не покажет правильные показания. Вот видим, что у тебя заслонка 16,4 показывает процента. Это значит, она грязненькая. Вот. Бывают заслонки по 17-18, очень сильно засраны. Ну, у тебя грязненькая, я бы сказал. Год ты ездишь почти после чистки заслонки, она уже грязная. Вот. МАФ показывает нормально. Показания EGR чуть-чуть завышены. Но EGR менять, чистить на камере это какая-то жесть. Чуть ли, говорят, не двигатель надо вытаскивать, поэтому мы пока таким не занимаемся. Ну, может быть, будем заниматься. Смесь у тебя хорошая. Коррекции хорошие. Вот это у тебя показывает первый, второй, третий цилиндр работу. Цилиндр 4, 3. Это показывает пропуски по зажиганию. Пропусков по зажиганию нет, это значит, у тебя корректно работают свечи и корректно работает катушки. Все хорошо, в принципе. Так, что мы еще можем посмотреть здесь? В принципе, мы можем посмотреть работу помпы, работу температуры двигателя. Это тоже много о чем говорит. Ну и в принципе все. Остальные параметры нам не так важно и интересно знать. Вот. Так. Coolant Temp 94, рабочая температура ее нормальная. По гибридке тоже можно иногда смотреть помпу инвертора. Там такой параметр есть. Если зайти, тоже надо ее иногда просматривать. Как работает, ведет себя помпа. Вот intake air, воздух. Тоже смотрим. 58 градусов в батарее. Это кулер работает, в принципе, хорошо на выдув. Когда завышенные показания 70% или что-то такое, то тогда уже это кулер, значит, плохо работает или батарейка забита. У тебя сейчас все нормально. Продувки мы все прочистили. Так. А где же тут помпа? А вот cooling fan показывает. Инвертор cool water, температура 53 градуса. Помпа инвертора работает нормально. Вот инвертор темп 1, инвертор темп 2, 48 градусов, тоже в принципе нормально. Вот. Ну все, в принципе, вся диагностика. По двигателю у тебя все норм. Вот эти показания тоже могу тебе сохранить, распечатать. Хорошо. Все, можешь завершать. Человеку распечатал все данные по двигателю, диагностика. Будет знать теперь и следить за батарейкой. С этого момента следи за батареей. Заезжай в сервис. Ну, раз в полгода точно. Ну, желательно почаще, но раз в полгода хотя бы заезжать.